И снова с вами программа «Вечерняя игра», и вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И здесь снова мы, Лия Сергеева. Петр Нежинский. У нас, конечно же, снова гость, а Лия расскажет сейчас, кто к нам зашел. Начинаю рассказывать. И с нами сегодня актер, режиссер, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, вице-чемпион Высшей лиги Международного союза КВН, директор Казанского камерного театра «Сдвиг» Михаил Волконацкий. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Как много званий и ипостасей. Это вы назвали, я... Мы ничего не придумали, кстати говоря. Я тут ни при чем. А сам себя кем считаешь? Я себя считаю, надеюсь, хорошим человеком. Хорошая профессия? Да, вот, не профессия, в принципе. В принципе, надеюсь, что очень хорошим человеком. Мама так говорит, во всяком случае. Жена тоже так подтверждает иногда. Дети. Вот. Так что, наверное, так, если этого достаточно. Но для большинства ты все равно больше запомнился как КВНщик, шоумен и ведущий всевозможных мероприятий. И для многих до сих пор... Открытий, закрытий, приоткрытий. Вот про открытие. Для многих до сих пор остается открытием, что ты еще и с театрами очень тесно связан. Ну, вообще, профессия моя называется таким образом. Специальность, да, это художественный руководитель любительского театра, педагог. Еще вот. И педагог. Представляете? Вот так. А уже дальше там кривая понесла, понимаете, там. Открытие, закрытие, приоткрытие, как вы сказали. Свадьбы, праздники, банкеты. А не без этого. Не без этого. А «Четыре татарина» это да, это такая яркая вспышка. 3 года веселья, молодости. Но это как раз вот было в институтские годы. Это были институтские годы. Я это помню, именно как раз набирался второй, поток. Второй состав. Второй состав, да. Золотой мы его называем. Золотой состав. Ну, явно первый состав сейчас не смотрит, поэтому можно говорить, что это золотой состав. Золотой состав команды «Четыре татарина», который... Почему золотой? Потому что мы тоже взяли золотой кивин в Юрмале. Но этого в жизни было всего 3 года, на самом деле. А почему-то кажется, что намного дольше вы играли. Да, нам тоже казалось, что мы как-то очень долго уже играем в эту игру бесплатно. Хорошее дополнение. Миш, я предлагаю нам, чтобы как бы не быть голословным, сразу показать, о чем мы еще и говорим. То есть небольшой кто-то сюжет. этого не видел. Ну, мало ли. Давайте, внимание на экран. Авария, дочь мента. Меня зовут Арлекино. Фанат. Игла. Советской действительности конца 80-х посвящается наш фильм. Мандарины, бананы, яблоки, мандарины, бананы, яблоки, мандарины, бананы. Они идут! Привет, барыги! Сегодня вторник! А значит, время платить! А я не буду платить! Да! Мочи! Ну что, теперь будешь платить? Повезло тебе! Рабыня Изаура началась! Неожиданно. Неожиданный подборчик такая. Ну, ожидали-то алга. Слушайте, ну это, конечно, это вы нашли самую звездную мою роль. Этот чувак, падающий в ширму. Зато как с плакатом. падал. О, шикарно. У меня же сцен-движение было в Кульке. Что, занимался. Ради этого стоило ходить на 12 лет прошло, между прочим, вот с этого финала нашего. А свитер, кстати, хранится где-нибудь, как вот такой экспонат? Ну, это такой просто тоже знаковый... Раритет. Да. Раритет. Нет, на самом деле, долгое время этот свитер, правда, хранился. Мы же ездили с гастролями, потом еще выступали, показывали. А потом... Что там с ним произошло? Надо спросить у Андрея Станиславовича Кондратьева. Потому что в КВН, наверное, остался. Нет, может, на стену кто-то Как повесил. экспонат. Возможно, да. Эх, не знали мы этого, когда он к нам приходил. Надо Скучаешь, было спросить. кстати, Миш, по тем временам? По КВН? Бывает, что во сне снится. Ну, КВН как КВН, снится всегда только в страшных снах, конечно. Да. Вот это прогон, генпрогон, Масляков, и ты точно не помнишь, какую шутку и когда надо говорить. То есть вот это всегда. Ну, сейчас уже, конечно, по прошествии лет все реже и реже, но было в самом начале. А скучаем в основном по самой команде, по ребятам. Стараемся собираться, пытаемся, даже хотели тряхнуть стариной и поехать всех на юбилейный год порвать, но
так сказать, не получилось, не срослось. А так, все рядом, и все списываемся, звонимся. Как, поддерживаете отношения. Да, как, наверное, у многих есть отдельный чат в WhatsApp. Ну как? То есть раз там написали все. А вот, наверное, по отношениям. Всегда же скучаешь только по отношениям, по атмосфере, а не по самой игре КВН. Вот. Я как-то изначально же пришел оттуда, туда уже из театра так получилось, что уже начал. Ну, то есть это просто такой некий это был этап, элемент, скажем, этап, да, из жизни. Это был этап жизни, он был очень яркий, наверное, один из самых ярких наравне с универсиадой. Вот, наверное, два таких самых ярких этапа — это КВН и универсиада. А какой-то такой привязанности к самой игре, наверное, нет. То есть вот этой жажды поехать тусить в Сочи или там в Юрмалу, такого никогда не было, и особо... Ребята, люди. Вот опять же, Миш, говоря о КВН, у нас в программе был один очень известный человек от КВН. Ты его называл, кстати, по-моему, уже. Андрей Станиславович Кондратьев. Отец наш. И он сказал, да, что КВН — это своего рода школа жизни. Да, так и есть. Чему тебя научила эта школа жизни? Что ты для себя взял? Ну, вообще, если серьезно говорить, то КВН научил многому и в профессиональном плане, потому что ты же участвуешь в съемках Первого канала. Да. Так или иначе, это очень серьезная передача. В то время это вообще была одна из самых топовых передач, которая дала там дорогу звездную многим артистам, которые сейчас наши друзья, и там вы их знаете прекрасно. Катя наша сейчас там звездит на телеканалах. Вот. Это с точки зрения профессионализма. А с точки зрения людского общения, то, наверное, это команда, работать и жить в команде. Потому что я так получилось, что немного такой одинокий волк был всегда. И работал, и вот в КВН пришел как-то случайно. Так получилось, занесло. А там уже, там впервые я почувствовал, что такое команда, настоящая команда, и было все, и какие-то перипетии, там, и было и хорошее, и плохое. Но в основном это, конечно, добрая память в отношениях ребят. Мы были настоящей семьей. Вот этот состав, в котором я, конечно, был, я считаю, наверное, был самый такой сплоченный. А что запомнилось, когда работали перед камерами на Первом канале? Какие-то, может быть, интересные случаи происходили? Не туда пошел, не то взял. Не, ну, таких случаев очень много было интересных, веселых. Всегда, когда работаешь перед камерой на съемках, особенно когда уже снимается программа и полный зал, страх, вот у меня, во всяком случае, всегда был один, что отключится какой-то микрофон. Потому что это же запись, это же... И у нас это случилось, правда, не на этой игре, а на предыдущей игре, где мы показывали Цезаря, и где Пашка наш был Цезарем. Его пытались все там убить, очень весело. И в какой-то момент реально отключается микрофон, и идут съемки. И, слава богу, был фрагмент с ген-репетиции, но ему очень быстро там все это исправили. Но вот это вот как раз один раз, но вот это стрельнуло. И у всех был вот такой вот, и у молодых, и старых КВНщиков. Главное, чтобы с техникой все было хорошо. За себя все, в принципе, всегда были уверены, а вот техника, чтобы не подвела. А у нас, вы помните, в нашем составе техника и массовка, это были очень такие серьезные. Это энергетика. Серьезные, да. А часто вот такие твои опасения в жизнь притворяются? Что предсказания даже какие-то, да, своего рода. Ну, есть какая-то такая некая связь, но я стараюсь, во всяком случае, уже в профессии в своей исключать это. То есть желательно проверить все. И желательно проверить это самому или довериться профессионалам, с которыми, слава богу, я работаю. Вот. Ну, было пару раз. О них лучше не рассказывать, такие страшные. Смотри, при всей твоей публичности, да, и КВН, и театр, и вообще такая активная сценическая деятельность, но о тебе очень мало достаточно как бы информации все-таки в сети. С чем связана эта скромность такая? Да тут, наверное, не скромность, у меня нет задачи быть закрытым. Я просто очень с опаской отношусь вообще к интернету, к социальным сетям. В основном использую их как инструмент для работы. И если даже посмотреть мою там страницу Инстаграма, когда только Инстаграм вошел в нашу жизнь, вроде как были попытки что-то выложить, но они быстро пресеклись, там можно увидеть. И пошла только в основном работа или какие-то такие сторонние фотографии, которые я стараюсь не выкладывать. Ну, то есть ты не смешиваешь личную жизнь и профессиональную? Вообще не выкладывать там детей, стараюсь не выкладывать какие-то семейные, там, совсем уж такие события. Новый год, какие-то общие доступные праздники, поездки, отдых, это да. Ну, то есть
жизнь с распахнутой Заходите все. грудью, Это душой не и стоит. сердцем, наверное, нет. Может, это комплекс какой-то. Нет, я тоже считаю, что это на самом деле правильно. Так же правильно, как и реклама на нашем канале. Еще и к вам будет. Да. Возвращаемся в нашу вечернюю игру. Михаил Булкановский у нас сегодня в И мы гостях. вспомнили, что мы все-таки игра. Да мы не вспомнили, мы просто решили этот момент немножко оттянуть. Да, у нас сегодня здесь любимая игра всех советских мужиков на улице. Я очень люблю домино. Играешь. Мы знали. Я играю, и это одна из тех игр, в которые я научился играть, по-моему, года 3, наверное, мне было. Кто был твой гуру домино? Это отец, конечно. Вообще все игры — это отец и дед. И вот домино наряду с, к сожалению, карточными играми, но самыми простыми. Тогда был дурак, что-то такое. Но домино мне всегда очень нравилось. Тогда предлагаю от теории к практике. С удовольствием. 7, да, ведь правильно? Ну, вообще, можно играть по-разному. И даже в домино. И даже на деньги можно в домино играть. Да Знали что ж об вы все про деньги? Нет, я предположил, думаю, вдруг еще и заработать получится как-то. Кто Так. знает. Ну Пока что? все- Прям все ты Да подглядываешь. то, что я к тебе подглядываю, мне все равно не поможет. Ну ладно, да. Ну что, я Ну, хожу я, тогда? да, я думаю, Видимо, Миш, да. ты знаешь, как играть. Ух. А? Хорошо, А? зашел. А что? По правилам все, по правилам. 6-6, пусто-пусто. На базар, в амбар. Дальше На пошло. базар, да, я на базар Бери. не попасть бы, я прилип. Бери давай, бери. Уже, ну да, все, я пропускаю, значит. Так, ну тогда... Ага, вот оно что. Ну, тогда я сделаю вот так. Прошу вас. 3-2. Ну, что? Ну, нет, есть у меня. Слушай, ну если бы я знал, то все это надо было на деньги, конечно, с вами. Не стоило. Нет, не стоило? Ой, спасибо. А Вот вот- какая вы молодец. Шикарно, шикарно. Что вы творите-то? Так. Не зря папа учил играть в домино. Слушайте, ну вы главное скажите, что это не подстава. Что Нет, Нет, ни в коем это не случае. подстава. Мы не договаривались, честно. Ну, ход, давай, ход. Так, Сходите. сейчас Как думаю я профессионально, пока. Михаил, ты держишь фишки. Шикарно. Слушайте, вы прям такие А молодцы. ты, похоже, азартный человек. Нет, ни в коем случае. Вот это вот не азарт. Мы же без денег сейчас играем. А то есть азарт это только на О, деньги. вы что, конечно. Конечно. Ваш ход. А вот Прошу всем вас. двором в домино вы в детстве играли? Двором? Ну что, парада нечем. Двор на двор. Не, я Двором. пропускаю. Мы двором как раз, к сожалению, играли в карты. Вот, потому что это был двор далекий, это Урал, город Тавда, мой родной город, Свердловская область. И вот там мы играли, к сожалению, каюсь, играли в карты. Ну, в дурака. Ничего, бура, может быть, там еще что-то. Какие-то парочку игр. А в домино это только семейная игра. Это за столом, с семьей, брат, отец. Мама там пыталась что-то у нас как-то. Ну, ей, видимо, не везло. Да, вот. А сейчас жду, когда у меня сыновья смогут уже для себя открыть эту игру, потому То что есть вы тоже будете сидеть я и надеюсь, но ведь играть сейчас в него? же, вы понимаете, сейчас же время-то другое, сейчас же эти гаджеты, компьютерное компьютеры домино. и все такое там. Хотя старший сын уже шашки, это прям морской бой, шашки для него очень, очень доброе, правильное начало всех остальных игр. Мне так вот интересно все-таки узнать, а в Казани-то тогда какими судьбами? А в Казань у нас судьба, как бы, так вот Господь То есть вы всей распорядился. семьей и переехали? Всей семьей. У мамы были некие проблемы со здоровьем. И решили вот поехать в никуда, ни на что. Вот просто с 2 детьми. В самые кризисные годы, это 80, по-моему, дай бог памяти, 7-й или 6-й год. Вот как раз на самую перестройку, на самый развал, когда безработица и все, в новый город, где никого нет. Но добрым людям помогают добрые люди, поэтому здесь очень много. Уже сейчас можно сказать, что мы казанцы, и здесь очень много друзей, очень много родственников, и вообще история есть с Казанью, не просто так это было. Выбор был Казань, потому что под Казанью когда-то у меня родилась мама, под Казанью жил дед с бабушкой, то есть, это было в деревнях, вот, они люди деревенские. Потом они уехали в поисках своих родственников туда, на Урал, и вот вернулись уже только мы, а потом перевезли уже их обратно. То есть Вот такая вот какая история любопытная веселая, история да. получилась, Но родной город, он всегда в сердце и в памяти. Ездим, стараемся ездить каждый год туда, навещать друзей, родных. Вот там,
Миш, а страсть к актерству, к артистизму с детства в тебе была? Родители заметили или как-то вот появляется же такой момент в жизни молодого человека, любого, когда нужно решать, с кем ты будешь? Как ты решил поступать в Институт культуры? Академия, я помню, еще тогда она была. Да, Академия культуры и искусств. Да, все верно. Я вообще туда пошел поступать только потому, что мне родители сказали, что там есть экономический факультет. Да, ну мы понимали, что в КФИ в то время мальчик из общежития не поступит, поэтому, наверное, а я хотел вот экономистом почему-то я хотел стать. Мне всегда это очень там нравилось. Мне льстили педагоги, которые там занимались подготовкой, говорили: о, все, у тебя все хорошо, давай. И я пошел. А оказалось, что в Академии культуры и экономика тоже очень культурная и искусственная. И когда я попал к педагогу, который нас проводил курсы, он сказал: а вы этажом вообще не ошиблись? Я говорю: что, почему? Я экономистом хочу. Каким экономистом? Вы тут будете там директором ДК какого? Я говорю: ну как же, у вас же вот экономика, управление, там менеджмент, что-то. Сходите на первый этаж. Я говорю: что театральный. Да, что там это? Там театральный. Ну, на самом деле, очень большую роль сыграл наш семейный добрый друг. Мы дружим семьями, родители дружат. Это выдающийся человек. Я считаю, что один из великих людей нашей современности, казанской современности. Это Николай Морозов, потрясающий оператор, документалист. Вот, а он друг семьи. Он смотрел на меня, балбеса, который там что-то пытался шутить, там что-то кривлялся, был как червяк в скафандре, такой длинный, худой, и думал, что он веселый. Вот он посмотрел, говорит: энергии много, толку мало, пойдем, я тебя отведу сейчас. Да, привел, посадил документы. Вот сюда пойдешь. Я говорю: а что вообще? Куда? Что ты что там Галицкий набирает? Я говорю: такой Галицкий, что вообще, куда ты меня ведешь? Я сначала хочу на жизнь заработать, потом творчество. Но он сказал, мы ему доверяли, потому что он был единственный человек авторитетный в нашем окружении, который мог посоветовать. И, слава богу, все очень правильно сделал. И так я попал уже на поступление к Михаилу Олеговичу и Лене Игоревне Галицкой. Предстал пред ними, как и другие молодые люди 2000 года выпуска, в единственном костюме с выпускного, нелепом. Что-то читал, пытался играть. И, слава богу, поверили. Ну, без проблем прошел все отборочные туры творческие? Я думаю, что там сомнения-то у них были, конечно, по мне. Потому что если сейчас ко мне пришел парень, я понял, что, наверное, их больше какая-то моя открытость там, может быть, ну, не скажи, я зацепила. помню те годы, мы же с тобой за эфиром пообщались, немножко вспомнили друг друга. Да. Ты такой был парень всегда фактурный, с длинными волосами в те-то годы в Казани. Это как раз благодаря КВНу все ведь. Я же пришел-то коротко стриженный, я же играл на первом курсе даже. Почему в КВН-то попал? Я играл Рики Мартина на первом курсе. То есть тогда, если помните, бум, конечно. Бум Рики Мартина, да. И что-то мы там, день первокурсника, мы делали Рики Мартина. И уж так удался этот Рики Мартин, что девочки расписывали, там, у девочек на груди расписывался фломастером, что какая-то такая история была веселая. В этот момент ты полюбил сцену. Михаил Маркин. Да. Маркин, в чем И Маркин тоже. И в этот момент ребята из КФИ заметили, сказали: вот что-то какой-то он дергается парень на сцене. Дай-ка попробуем его взять. Как потом вспоминал, по-моему, Ильхам у нас, говорит, очень слишком, говорит, ты какой-то прям слишком экспрессивный, потому что дергался, говорит, юмор никакого, но дергаешься. Вот и так попал благодаря этому КВН. Это потом уже благодаря Михаилу Олеговичу хоть как-то, хоть немножко, хоть где-то начал соображать, куда я попал вообще, для чего это все нужно. Вот. Поэтому не было какого-то осознания, там, актер или сценический человек. Ну, а встречался ты с ребятами, которые тебя спрашивали: а че у тебя волосы такие длинные? С ребятами? Не, волосы длинные, я говорю, волосы длинные появились уже в 2000, там, по-моему, втором или третьем году. Ну после фильма «Бригада» уже можно. Когда просто у авторов команды КВН-4 Татарина вдруг, не знаю почему, родилась идея, они поняли, что я похож на Джулию Робертс. Да. То есть вот ради этого вот были только ради этого, волосы? Конечно, только ради этого были длинные волосы у меня были, только ради того, что я похож был. И она, правда, эта шутка зашла, и как бы там,
и Александр Васильевич, и все там прям были в восторге. И правда, мы сейчас не видели, что... присматриваемся, да? А мы не видели, что... Но сейчас это Джулия Робертс уже такая достаточно хорошо пьющая и уже потолстевшая там килограмм на 30. А тогда... Устала немножко от ролей. Уставшая такая. А тогда еще как-то что-то могло сойти. Особенно с правильно распечатанной фотографией. Вот. То есть все ради роли. А так волосы, конечно, себя мешали. Потом они там изменили, длина изменилась уже, стала короче, но уже стало более комфортно. Но я вот насколько понимаю, что в семье ты один, получается, такой в творческой профессии, или кто-то еще был? Дедушка, Нет, может ну, быть, вообще, прадедушка? Да, вообще дед-то, наверное, самый творческий из нас был. Он человек с абсолютным слухом, человек, который, не зная нотной грамоты, играл на 3 инструментах, просто говорил всегда: «А где до?» Ему показывали до, и он от этой от тональности. этой до как раз и плясал. Он пел, танцевал. В то время профессионального мастерства такого не было же, и не принято, наверное, это было. В советские времена это была самодеятельность. Да. Вот, поэтому, а так как он был директором школы в деревне, был такой достаточно видный мужчина, очень творческий, вот он всегда в самодеятельности принял участие. Наверное, оттуда. То есть говорили в детстве, что весь в деда пошел? Да, весь дед, весь мать, это вот как раз мама моя, она как раз тоже унаследовала от деда очень много, и от нее тоже очень много, наверное, взял, потому что она у нас всю жизнь занимается детьми. Она музыкальный работник в детском саду, сейчас она занимается больными детишками в Здравушке, она помогает им благодаря искусству, музыке, творчеству, там, ритмике развивать. Ну, я вот к чему спросил этот вопрос. То есть не против были родные выбором твоей профессии? Будущего в жизни. У нас в семье как-то вообще никто никогда не против, потому что, слава богу, каждый уважает путь, который выбираешь. И, наверное, они же видели, что, я же не наркотиками торговать там куда-то иду, да, или там, не дай бог, людей не избивать. чертежи, в общем-то, с утра до ночи. Но чертежи, на самом деле, могли появиться в моей жизни, только не чертежи, а мне очень нравилась биология, и я в одно время планировал вообще в пойти. Да. Но вот там, конечно, немножечко меня отговорили. Там химия нужна. С точки зрения, да, что вот есть сложности, есть химия, а с химией вот как раз у меня так получилось, что не совсем. Какие похожие истории. Да, хорошо было. И вот... к театру-то как потянуло? Театру Причем очень да вот всерьез как потянуло. Галицкого увидел, вот как его, как просто Всё. почувствовал, да, вот это же человек такой, если он же к вам приходил, наверное. Да, Михаил Олегович у нас был. Человек, который, то есть это человек-театр. Человек, от которого просто ты заражаешься этой энергетикой, ты понимаешь, ради чего это все происходит. Не сразу, то есть не сразу, и, может быть, не классический театр, в том понимании, который есть у большинства, но свой театр, театр как некое решение проблем, как спасение, как к нему же прийти надо. Это когда ты делаешь выбор как актер, идешь работать в театр по специальности, это как бы вот выбор твоей профессии, твоей работы, да, и, возможно, призвание, если к этому есть какие-то предрасположенности, талант. А когда ты по прошествии 17 лет, занимаясь уже всем, чем можно и нельзя, и работал где можно и нельзя, и то есть для себя много чего попробовал, и ты приходишь к тому, что театр для тебя нужен, необходим, то, наверное, это уже не просто так. Идея создания-то когда возникла? Еще в институтские годы? Идея создания вообще принадлежит Михаилу Олеговичу и корнями уходит в STEM сдвиг по фазе, который вы тоже прекрасно знаете, энергоуниверситета. Вот, старшее поколение сдвиг по фазе, так называемые старички, и группа 501, наша группа Михаила Олеговича, это как раз основные подопытные кролики, на которых он экспериментировал. То есть он ставил у нас дипломный спектакль, потом переставлял на сдвигов, и вот такой симбиоз. Потом мы познакомились, все подружились. Те, кто выдержал, те, кто прошел этот путь, и для кого это не просто там некий жест, прихоть, а правда жизни, можно так ее назвать. Наверное, они и остались. И у нас состоялась премьера. Вот, спектакль, который станет, я думаю, знаковым для нас. Не знаю, насколько он полностью сможет стать лицом театра, потому что совершенно разные работы планируются. Так сложилось, что у нас 3 режиссера. Михаил Олегович с Леной Игоревной, Саша Фельдман и
я, дай бог, все же после всех работ завхоза, как я себя сейчас называю в театре, начну тоже что-нибудь ставить, потому что это необходимо. И поэтому, наверное, будет такой разноплановый репертуар, который позволит привлечь большую аудиторию и людей, которые придут туда в первую очередь за атмосферой. Вот, надеюсь. Но для тебя это все-таки детище или проект? Нет, точно не проект. Точно не проект. Это когда я поступал, я сказал на поступлении, я помню, Михаил Олегович, он говорит: что ты идешь в эту профессию? Ты вообще не любит ни режиссеров, ни актеров, денег не платят. Я говорю, ну, вот, наверное... Вот тогда я говорил, потому что я не знал, что сказать. Отдушина какая-то нужна, отдушина. Что-то искусство нести в массы, творчество. И сейчас я понимаю, что это были такие пророческие слова. И правда отдушина. Это спасение, это отдушина, это решение каких-то своих проблем, это помощь людям. Потому как, наверное, те, кто приходит в театр, который создан не для зарабатывания денег все же, а для того, зачастую, да. Да, для того, чтобы помочь людям, эта помощь, она находит своего зрителя. И, во всяком случае, те зрители, те наши друзья театра, которые за это время, пока не было дома у театра, но мы были таким кочующим театром, проект «Культурный сдвиг», который уже в этом году 4-й раз у нас будет проходить на улице города, они все приходят и говорят об этой атмосфере. Вот надежда на то, что атмосфера сохранится, надежда на то, что все больше и больше зрителей полюбят и репертуар, и актеров, и те пьесы, которые мы предлагаем, и обучающие. Вот у нас в театре будет не только репертуарный спектакль, но и будет еще обязательно образовательный проект, который будет направлен на людей взрослых, на людей состоявшихся, на людей, которые придут, мы надеемся, к нам, для того, чтобы решить свои проблемы. Благодаря актерскому творчеству. Это как мастер-классы определенные или что, или тренинги? Это как возможность дать людям разобраться самим в себе благодаря актерскому мастерству и режиссуре. Посмотреть извне на свою жизнь. Ну, что-то очень схожее с походом к психологу. Только здесь, но веселее. Только здесь ты сам становишься психологом себе, потому что мы ни в коем случае, дабы не навредить, не будем никому ничего диктовать. С нами в нашей команде с гордостью хочу сказать, что есть замечательный человек, профессиональный психолог, это Анна Фельдман. Она еще и тренер, она еще и проводит тренинги, обучающие образовательные программы, проекты. И вот, но также по второму образованию она как раз театральный режиссер. Поэтому мы постараемся это совместить. Такое раскрепощение будет. Надеюсь. Ну, это как, я думаю, вам знакомо. Конечно. Снимаем зажимы. Да. Первый курс актерского мастерства. Давайте снимем зажимы. Ну что же, а мы... Я предлагаю, Миш, там тоже снова посмотреть сюжет очередной, а мы, да, можем чтобы пока мы еще и... позорились своим проигрышем уже за кадром. Хорошо, давай. Все началось около 20 лет назад. Именно тогда студентами разных вузов был образован стенд «Сдвиг по фазе». Веселые, энергичные, они сразу заявили о себе, и их творчество привлекло внимание известных актеров Елены и Михаила Галицких. С их помощью студенческий театр трансформировался в Казанский камерный театр «Сдвиг». А всегда чем ты старше, тем ты лаконичнее. Ну и название само по себе «Сдвиг». Но слово очень хорошее. Сдвиг и по жизни, сдвиг и в мозгах, и в чувствах, во всем. И главная, наверное, мысль и идея театра строится на том, чтобы приносить пользу. Как себе, так и зрителям. Конечно, каждый из участников нынешнего «Сдвига» после студенческого стема шел своей дорогой. Однако, как оказалось, все эти годы у них были общие цели и желания. В итоге они объединились под одной крышей. Постановки «Сдвига» основаны на добром юморе и абстрактной драматургии. На классику пока не замахиваются. На самом деле мы это создаем для того, чтобы каждый зритель, который пришел к нам в театр, изменялся в лучшую сторону. Если даже один зритель, один человек — это целый мир, как говорит наш учитель, наш мастер, это целый мир, целая жизнь. Если
изменится во время нашего спектакля и задумывается о высоком. Банально, но все-таки о высоком один зритель, то это все уже не зазря. Можно утверждать долго упорно, мы театр, мы молодцы, мы вперед, но зритель все-таки решает. Наверное, этому и посвятили мы свое открытие, где фактически был некий страшный суд, и зритель решал, быть театру или нет. То есть, казалось бы, есть стены, свет, звук, занавес, кулисы. А есть ли театр? Вот такой вопрос был поставлен на голосование. Ну, зритель проголосовал, и мы считаем, что нам фактически дали некое не только добро, но и аванс, чтобы мы оправдывали и свое название, и свой стиль. У каждого из участников свои задачи, но абсолютно точно здесь не могут обойтись без Михаила Волконацкого, известного шоумена, а сейчас еще и президента театра «Сдвиг». Как только я приехал в город Казань, первым, кто меня встретил, это Мишка Волконацкий. Президент – это та должность, которая совмещает все абсолютно, и то и худрук, и завтрупа, и директора в одном лице. Вот еще если станет актером и режиссером, будет совсем все хорошо. Как-то он вселил в меня уверенность, я вселил в него уверенность, Михаил Олегович вселил в свое время в Мишку эту уверенность. И вот мы друг друга поддерживая, передавая какую-то такую уверенность в собственных силах, смогли сегодня находиться здесь. И пусть терминология сложных театральных должностей пока не очень знакома актерам, однако желание и искрометное творчество обязательно окажется мощным сдвигом в театральной жизни нашего города. Тогда, ребята... Немножечко поиграть мы тут все-таки решили. Вот так вот я сделаю. Вот так. 1-4. Не зря вы решили. 1-4. Да, нормально все. Все нормально, ребята. О, красавец. Так сказать, Черт побери! нет джентльменов-то, да, за столом? Угу. Ну, товарищи, вот так. Тогда вам... 2-6. А можно я? Пожалуйста. Подождите. О, шикарно. Да Натя! Какая ты молодец. Товарищи, так сказать, Все, да? отдавайте пиджак. Так нас еще не обыгрывали. Вот те раз. Ну, Ну мы да. можем же 2 игры сыграть. Можем. Да, давайте. Вы сказали, Реванша что, вы хочется. сказали, можно много играть здесь. А вот как Много раз-таки чая и много игр. смотрели мы сюжет, Так. много про театр говорили, Так. режиссура в планах, когда завхозские планах, дела да. закончатся, а актерство в этом театре в планах? Будешь сам Я- выходить на сцену? Я с удовольствием. Я сейчас даже вот, когда мы играли открытие, я уже выходил на помост. И как ощущения? Да нет, все хорошо. Это же история, которая не заканчивается. Неважно, там, ведущий ты мероприятие, или ты режиссер мероприятия, неважно, это универсиада, или это чемпионат мира какой-нибудь, или это просто мероприятие, юбилеи, праздники, банкеты. Все равно актер, человек, который готовится к выходу на сцену, он все равно подходит к этому, ну, во всяком случае, должен подходить к этому очень профессионально. Поэтому и волнение присутствует каждый раз на любом мероприятии, даже самом маленьком, и зона ответственности, и вот это видение какое-то, некое режиссерское, которое иногда, конечно, мешает. Его бы убрать, а оно лезет и лезет. А не лезет, получится. Лезет и лезет. Про культурный сдвиг вот хотелось бы узнать. С удовольствием. С удовольствием. Ожидать нам Да. в этом году очередной Чего нам сдвиг. ожидать? Да. Ну, во-первых, Причем ты, Миш, насколько я знаю, у истоков фактически стоял вот это вот ну, вообще, действо. вообще это мой проект. То есть Вот, это прелестно. изначально, да. И мы с ребятами, как раз теми, кто сейчас играет в театре, и подумали, почему бы нам не выйти на улицу. У нас нет дома, нет здания, нет стены, крыши. Почему бы не выйти на улицу? Вышли на улицу и начали хулиганить. Сначала просто это было веселое хулиганство, потом мы решили, что, наверное, можно даже и спектакли показывать под открытым небом. Попробовали, и очень даже получилось, и отзывы были хорошие, и собирали мы целый месяц, по-моему, да, месяц мы возле театра Камала на набережной собирали людей, гостей.
при поддержке, все это первый раз и второй раз происходило при поддержке мэрии города Казань. Сураич нам помог. Тогда открывалась казанская вот эта набережная, Старо-Татарская слобода. И там решили оживить эту пешеходную улицу. Оживили. Да, статуи, живые статуи, все, что увидели когда-то в Барселоне, в Риме, в Париже, все, что сами придумали, все, что было в репертуаре театра в тот момент, эстрадные какие-то миниатюры, все вывалили. Проверили, примерно поняли, какой путь. Нас поддержали наши друзья, это и ребята, которые выходили, играли какие-то каверы, это и акустические концерты, и «Волги-Волги», и «Большого Куша», и Андрей Руденко, Соля Скепнер. В общем, всех, кого можно было, вытащили. И в первый-второй год это были такие очень мощные культурные сдвиги. Тоже покажем все, что мы видели в Париже, в Барселоне, везде. Вообще мы часто это видим по телевидению. Реклама. Проект оказался такой жизнеспособный. Жизнеспособные очень даже. Люди, в основном, конечно же, это семьи, люди с детьми, которые просто хотят позитива, просто хотят какой-то радости. Вот. И эти люди приходили, участвовали. Есть уже постоянные зрители, которые спрашивают, а вы где в этом году? На какой набережной или там в каком месте? Потому что на чемпионат мира водных видов спорта мы вообще на Казань-арене базировались. И для всех туристов, кто приходил на соревнования, прямо на, вот, как он называется, господи, Казань-арена-то, подъем-то этот хитро называется, забыл как. Хитрый подъем. Хитрый подъем будем называть. Ну, в общем, прямо на Казань-арене мы показывали тоже спектакли, играли всякие перформансы, пригласили ребят, к нам приезжают ребята, и приезжали ребята из Перми, из Тюмени, люди, которые просто поддержали проект без всего, без денег, без каких-то условий особо шикарных. Вот в этом году, я думаю, нас всех ждет сюрприз, и пока, наверное, рассказывать рано. Ну, не рассказывай, об этом, да. Чтобы не сглазить, как говорится. Надеемся, что и в этом году мы планку ни в коем случае не уроним, и у нас также все будет замечательно. У нас вообще очень любопытный посыл этого фестиваля. Дать возможность творческим людям отойти от ремесла и начать творить. Но ведь мы же все заложники этого. То есть, так или иначе, люди, которые получили профессиональное образование, наверное, единицы находят себя так, чтобы прокормить семью, занимаясь именно профильным каким-то делом, да. То есть все равно так или иначе в нашей жизни появляются шабашки, мероприятия. А потом работа. затягивают. Это прекрасно. Да, потом ты понимаешь, что это достаточно стабильный и относительно легкий заработок. Вот. Так вот, для всех тех, кто уже немного устал от этого, мы летом предлагаем некую альтернативу. Вот. Выйти просто к народу безо всяких условностей и творить, делать то, что ты хочешь, говорить то, что ты хочешь, глядя в глаза, вот на уровне вытянутой руки, сказать там добрые слова, спеть добрые песни, станцевать танцы. Нас поддерживают хореографические коллективы, и «Пантера», и «Дорога из города», и «Кристалл», и ребята, которые... Некоторые коллективы, которые вообще никогда не танцевали современку, вдруг начинают танцевать современку, кто-то наоборот. Да, То есть город и непосредственно артисты, творческие люди нуждаются в этом? Я надеюсь, что это все искренне, потому что, на мой взгляд, это здорово. И в планах, конечно, чтобы этот фестиваль, он перерос во что-то большее. То есть в тот фестиваль, который может привлекать, приглашать гостей из разных городов, стран и стать еще одним каким-то неким брендом Казани, чтобы ребята сюда приезжали, к нам приезжали не только на спортивные мероприятия, да, или какие-то там знаковые правительственные мероприятия, но еще и на культурные мероприятия. А вот за другими какими-то такого рода тоже культурными мероприятиями ты следишь? Я стараюсь следить вообще за всеми культурными мероприятиями. К сожалению, не всегда получается ходить на эти мероприятия, потому что они проходят и получается, что там все хорошо, что развиваются люди. Следишь, когда началось, когда закончилось, к сожалению, или за теми, кто вырос. Всегда больше всего печалит тот факт, что люди уезжают из Казани. Вот.
добившись... Столицу? Да, добившись в столицу или в Питер, или за рубеж, добившись каких-то определенных результатов, просто переносят свой проект в более благоприятную, на их взгляд, среду. Вот где, наверное, больше спроса, где, может быть, им кажется больше понимания. Но не знаю, не всегда, мне кажется, это все верно, верное решение. То есть тебя такие мысли не посещают? Меня такие мысли не посещают, потому что я очень люблю наш город. Это такая некая привязанность на уровне спокойствия, комфорта. То есть врос корнями. Да, семьи. Ну и вообще, вот, может быть, опять же, это какой-то там комплекс, да, но в ранней, получается, молодости, там мне было 17-18 лет, когда первые гастроли у нас с КВН были, вот, почувствовав много-много всего того, как это происходит, гастрольный график, другие города, другие, даже страны соседние, правда, но страны, вот, как-то уже не хотелось отсюда уезжать после этого. Может, какой-то посттравматический синдром или еще что-то. Вообще говорят, что люди-то больные, театралы, так что, может быть, все это я себе выдумал. Но Казань — это тот город, где я хотел бы жить, творить и, самое главное, помогать людям. Мне кажется, в последнее время Казань очень отличается и прям семимильными шагами. Вот какие-то все время творческие фестивали устраиваются, какие-то показы. То есть вполне возможно, что скоро мы станем культурной столицей. Дай бог, дай бог. Ну, понятно, что Питер — это... тяжело с Питером тягаться, просто потому что там воздух наполнен всей этой атмосферой и историей, которая связана так или иначе с культурой и с искусством. Вот. Но у нас то, что сейчас происходит, я считаю, что это такой некий период становления, когда пока, возможно, форма, она преобладает. То есть фестиваль, иногда проводятся фестивали ради фестивалей. Вот. Не ради того, чтобы привнести что-то новое или там, привлечь молодых, открыть новые таланты. Но это тоже, опять же, этап. По прошествии какого-то времени это все перерастет в какое-то общее движение, возникнут новые идеи, новые люди. То есть я верю в то, что надо рассматривать всегда более длинный отрезок времени, с некой перспективой. Как учили нас в университете культуры, если хотите что-то увидеть большое, слетайте на Луну. Вот, я помню, профессор Менчиков такой, если вы помните. Был такой, да. Да, Помню. Хотите увидеть что-то большое? Слетайте на Луну. Посмотрите все это с Луны. Ты строгий папа? Да какой там уж. У нас, как и в любой семье, где папу редко видят дети, только нет, не редко, я каждый день дома, все нормально, но основное время проводит Папа много мама. работает. Папа, да, папа говорит, что он много работает, попадает на работе. Так вот, папа, он приходит, он какие-то вносит жесткие коррективы в поведение ребенка, требовательно очень это делает. Но как только видит эти глаза, или, не дай бог, слезы, все, там уже, там все. Только мама. Вот, то есть, поэтому меня сложно назвать строгим. Если я вижу, что прям вопрос жизни и смерти, то, конечно, я строгий. Но если это все бытовые какие-то истории, вот, то достается, конечно, жене моей. Вот, за что ей большое спасибо, вот я ей привет передаю. Хочу сказать, что люблю ее очень. 14 лет в этом году у нас совместной жизни, между прочим. Поздравляем вас. Спасибо. Не юбилей, но все же. Вдруг не пригласят больше на ТНВ. Ну как? Это же телевидение-то международного масштаба. Все теперь знают, Марусь, все знают теперь, что я тебя люблю. Ну и не можем мы напоследок не сказать про твою команду, которая тебе очень помогает, твои ассистенты, помощники. Да, у меня нет таких ассистентов, помощников. Они все самодостаточные люди, все очень взрослые, все профессиональные. Просто жребий выпал сегодня на меня, поэтому я здесь перед телекамерами. Все ребята, которые работают в театре или работают со мной на проектах республиканских и казанских, это все очень серьезные, взрослые, профессиональные люди. В команде
как профессиональные режиссеры, так и профессиональные актеры, люди, которые просто любят театр. Есть люди, которые живут театром, но не имеют профессионального образования. Ну, поверьте, это ни в коем случае не принижает их способностей. Надо просто прийти, посмотреть, и увидите, что есть на что посмотреть, чему поучиться. Это люди, которые так же, как и я, больны, наверное, этим, в хорошем смысле. В хорошем смысле, и театром, и творчеством, и искусством. Не знаю, куда это все выведет, но если эта команда сейчас, созданная исключительно из добрых и честных людей, пойдет дальше и обрастет большим количеством таких же людей, потому что, ну, все-таки как-то, наверное, добрые люди, они тянутся к добрым людям, я в это верю, то, наверное, все у нас получится, да. Даже на чердаке, который у нас вот сейчас, мы же на чердаке находимся, вот на это есть надежды, на это есть какая-то уверенность. У нас есть уверенность, что все получится. Да, Михаил, большое спасибо, что заглянул к нам на вечернюю игру. Да. Выиграл, обыграл нас. Второй раз мы Спасибо мудро тебе. не начали играть. Спасибо тебе большое. Творческих успехов пожелаем. Спасибо вам большое. Будем следить, будем в курсе. Правильно? Правильно. Да, ну и нашим телезрителям. Я приглашаю вас Вот. в первую очередь. То есть, разговариваем, приглашаю вас, приходите, у нас и премьерный спектакль, и вот сейчас мы уезжаем с ребятами на международный фестиваль, кстати. 1 марта в Тюмени пройдет международный фестиваль театральный, где от России будет участвовать всего 3 театра. Один из них как раз Ваш. «Сдвиг», Казанский камерный театр «Сдвиг». Мы с Надеждой туда едем. Не знаю, насколько это все оправдается, но так или иначе, это очень такой серьезный вызов для нашей команды, тем более, что театр только открылся, и что бы мы раньше не играли, сейчас премьера, которая была сыграна только неделю назад, свежий спектакль, еще сырой материал. Вот с этими всеми опасениями, но с предвкушением и надеждами мы едем в Тюмень. Вот когда приедем, будем вас очень даже ждать. Мы с удовольствием очень даже придем. Придем. Да. Спасибо. Ну и нашим телезрителям пожелаем всего самого доброго. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.